поселке Верхний Бестях Хангаласского улуса простаивает уникальное месторождение целебных минеральных вод. Согласно лабораторным исследованиям, бестяхская минеральная вода по своему составу превосходит другие известные аналоги. Подробнее рассказывает Виолетта Засимова. Уникальное месторождение расположено в южной стороне поселка Верхний Бестях, аккурат возле базы отдыха «Сосновый Бор». В окружении сосен и снегов виднеется оголовок скважины. Ее глубина составляет 400 метров. Скважина была пробурена гидрогеологической партией Ленской геолого-разведочной экспедиции в 1989 году. Предназначалась эта скважина для водоснабжения проектируемого санатория кардиологической направленности с использованием минеральной воды. Таким образом, здесь хотели построить оздоровительный санаторий, и даже начались изыскательские работы. Но грянули лихие 90-е, и строительство закончилось, так и не начавшись. Стоит сразу оговориться, что минеральные воды бестяхского месторождения предназначены не для питья, а для бальнеологических процедур. Бальнеотерапия – это лечение минеральными водами, умывание ими, принятие ванны, душа. Это гидросульфидные воды. Содержание сероводорода в водах здесь 180-220 грамм на дециметр кубический. Это много? Это много. Данная минеральная вода рекомендована для лечения заболеваний системы кровообращения, центральной и периферической нервных систем, опорно-двигательного аппарата, гинекологических и кожных заболеваний и при нарушении обмена веществ. Несмотря на все целебные свойства месторождения, ее минеральные воды никем не осваиваются, что странно, ведь Верхний Бестях находится в центральной части Якутии, транспортная доступность у него отличная. При этом на территорию, где расположена скважина, проведены газ и свет. Отсюда открывается прекрасный вид на реку Лена. Тем более, что земельный участок здесь отведен уже на территории Соснового Бора, который сам по себе уже является оздоровительным для человека. Поэтому я считаю, что все возможности для этого есть, все условия. И мы, и правительство нашей республики должны прежде всего думать о здоровье человека, об оздоровлении нации. Местные не против того, чтобы на территории поселка открылась государственная здравница для жителей республики. А тем временем к уникальному месторождению уже начали присматриваться иностранные инвесторы. Недавно здесь с визитом побывала корейская делегация. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.